Вера ариев, язычество. Часть 1. Эта тема очень сложная и очень запущенная, потому что как такового жреческого клана нету у осетин, и, соответственно, очень многое потеряно. И эти законы в современных конфессиях, особенно семитского толка, эти знания и изъяты. Соответственно, и понятие сакральности происходящего и во Вселенной и в мире будет искажено. Моисеева Библия употребляется в качестве оружия против того народа, который ее дал. Настало время, когда потомству следует возвысить свой голос для реабилитации попранной истины. Елена Петровна Блаватская, разоблаченная Изида. Мы для этого и приходим на землю, чтобы мы выросли духовно до уровня Творца. Мы стали с Ним сотворящими. Эти законы принесли арии для нашей пятой расы, и эти законы они принесли, и мало того, что они принесли, почему они стали в основном все становились духовными учителями? Потому что они жили по этим законам. Точка зрения арийцев на символизм была тождественна с воззрением всего языческого мира. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Я хочу начать разговор с самой незаслуженно пинаемой, самой незаслуженно оболганной вере, которая называлась язычеством, а правильно азычество, потому что в основе ее стоит «я», а «я» по-рийски «аж». Язычество – термин, служивший для обозначения религий, верований, обрядов и праздников, выработанных на протяжении многовековой истории развития человечества до появления монотеизма. Магия, анимизм, анитализм, фетишизм, тотемизм, политеизм и другие формы религий, к которым применяется термин «я» – атеистический словарь. И язычник знал законы Вселенной, которую я вам перечислила только. И это были не просто законы, не просто он их знал, он жил по ним. То, чем упрекают язычников, то есть они невежды, потому что они темные, они не знают, и они молятся камням и деревьям. А еще конек их в том, что язычники имеют целый пантеон богов. Ну, тогда к язычникам это и греки, это и древние египтяне. У осетин тоже есть пантеон богов, но все равно они молятся, все молитвы начинаются о едином Создателе всего и вся, о едином Творце, о едином Боге, об едином Боге говорится. Хотя часть осетин официально числится христианами и мусульманами, но большая часть осетин до сих пор держится религии своих предков, согласно которой верят в единого Бога, Творца мира, в существование души и загробного мира и в мир духов, подчиненных Богу. Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная. Сослан Тимирханов. Иры историй. История иров. У меня возник вопрос. Почему некогда мощная доктрина, давшая жизнь всем известным в мире религиям, предана астракизму, и почему арии отдали свою веру на растерзание невеждам? Они, язычники, знали, что Творец один, и что это не старец, наблюдающий за нами, и что истинное его имя неизвестно никому, потому что если знаешь имя, значит, обладаешь сакральной информацией. А ее можно давать только в руки посвященным. Они знали, что все космические законы, благодаря которым человек был частью Вселенной, а не безмолвной частью, рабом, а был сотворцом Бога. Как мы не можем жить без богов, так боги не могут обойтись без нашей энергии молитвы. Но пусть нам не молится вор, убийца и шлюха, говорит главная богиня из Авесты Адвисура Анахита. Нам их энергия не нужна. А еще там сказано, что истина – высшее благо. Истина – это гармония, истина – главная религия в жизни каждого человека. И выше истины нет религии, сказала она.
Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая человека ввысь к прекрасному и бесконечному. Вот почему осетины совершают свои религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще под открытым небом. Веря в Бога, Творца, осетины, однако, жертвоприношения делают только покровителям духом, полагая, что от их вмешательства зависит достижение поставленных целей, ибо дух – такая же реальная сила природы, как и всякая другая сила природы. Осетины никогда не говорят о сущности Бога, не изображают его и ничего не утверждают, как доподлинно Богом сказанное. Сослан Тимерханов. Иры историй. История иров.